мы не стали приглашать всех наших ученых, специалистов, экспертов, опытных людей. Я прошу и обращаюсь к ним, к сотрудникам университета, ЦСИ, значит, Академии наук, чтобы с пониманием отнеслись. Я рассчитываю на то, что эпидемиологическая ситуация улучшится, и мы в конце года проведем большую национальную экономическую конференцию. Тема нашего сегодняшнего круглого стола – это какие меры мы можем предпринять для того, чтобы, значит, ускорить нашу экономику, что мы можем предложить. Образование, наука, оборона – все соответствовало в мире принятым стандартам. Республика Абхазия незаслуженно при распаде Советского Союза, она в 1992 году, как все остальные, сразу независимость не получила, хотя Республика Абхазия участвовала в создании Советского Союза. Владислав Григорьевич Ардзенбах колоссальные усилия приложил на международной арене для того, чтобы право абхазского народа на собственное независимое государство доказать. С 2008 года Российская Федерация, спустя 16 лет, с 2014 года, благодаря подписанному договору с Российской Федерацией, мы фактически подключены к глобальному проекту, это евразийская интеграция. Там договор не только с Россией, в преамбуле написано, что наша цель евразийская интеграция. И, конечно же, наше государство должно соответствовать этим стандартам. И мы все хотим, чтобы стандарты доходов населения, образования, науки, культуры, обороны соответствовали. И мы должны, я считаю, подумать, что мы можем предложить для того, чтобы хотя бы с нашими соседями выровняться, и чтобы наши граждане все-таки, и ветераны войны, и старшие наши, и пенсионеры, учителя, врачи, офицеры почувствовали преимущество независимого государства. Номинальный ВВП на душу населения в Абхазии составляет порядка $2000 США. Для сравнения, аналогичный показатель в Российской Федерации порядка 11-12 тысяч долларов США. Если говорить о сопоставлении этих показателей, то если ориентироваться на экономический уровень России или соседним с нами краем Краснодарский, Карачаево-Черкесии, но Карачаево-Черкесии гораздо хуже ситуация обстоит, нежели в Краснодарском крае. ВРП он на уровне общероссийского, то тот KPI, который мы можем перед собой поставить, такой в среднесрочной перспективе, это увеличить экономическое развитие Абхазии в 4 раза. Да? Вот если мы для себя такой поставим показатель, то он, на мой взгляд, абсолютно достижим. И он очень реальный, учитывая нашу специфику, учитывая нашу экономическую составляющую. Опять же, что является ограничивающими факторами для развития Абхазии? Есть внешние, есть внутренние ограничители. На сегодняшний день, на мой субъективный взгляд, опять же из практики исхожу, мы не до конца еще избавились от внутренних ограничителей для того, чтобы опускать руки и говорить, что есть вот внешние факторы, которые нам не дают развиваться. Внутренние ограничители – это ограничители, связаны с, наверное, если говорить о экономической плоскости, это рынок труда, образование. Система образования, к сожалению, пока еще не вполне, как бы сказать правильнее, не вполне она дает продукт, который востребован на рынке труда. То есть она есть, если взять аналитику, наверняка такая аналитика есть в Абхазском государственном университете, в другом университете. Если взять аналитику, сколько студентов, выпускников трудоустраивается по своей специальности, первый показатель. Второй показатель, сколько из этих специалистов проработали, из тех, кто по своей специальности устроился, проработали год и больше,
то я думаю, что здесь много чего будет понятно. То есть вот эта система образования, почему о ней я говорю в первую очередь, потому что есть понятие развития страны, экономическое развитие страны, есть понятие экономическое развитие территории. Когда мы говорим о экономическом развитии территории, это упор делается только лишь на привлечение инвестиций, соответственно, инвесторы приходят технологии, приходят вместе с ними и специалисты, а коренное население, оно выдворяется за ареал экономической активной, то есть оно не конкурентоспособно в новых условиях. Поэтому, если мы ставим себе задачу развития страны, если мы ставим задачу такого рода, то мы должны параллельно, смежно заниматься и привлечением инвестиций, и инвестициями в свое собственное население, для того, чтобы оно было в новых условиях конкурентоспособно. Что касается, значит, инвестиционной составляющей, тут очень просто описать. Есть методология исследования под названием Doing Business. Мы в 2016-2017 году по признакам, по ключевым показателям этой методологии проводили исследования внутри Абхазии. К сожалению, Абхазия не вошла даже в первую 100 стран по тем показателям, которые нами были исследованы. Для нас, может быть, в этом отношении KPI мы можем себе поставить не ниже 25-го места. Почему не ниже 25-го места? Потому что из 15 стран, которые вышли из Советского Союза, члены ООН, и те страны, которые не являются частью уже Европейского Союза, или Латвия, Литва, или как Грузия, которая вражески настроена, более-менее благоприятные страны для нас, из них на первом месте сегодня находится Казахстан, на 25-м месте. Вот если у нас условия ведения бизнеса в Абхазии будут лучше, чем условно в Казахстане и всех остальных благоприятных для нас странах, в первую очередь в России, тогда инвестиции в Абхазию пойдут гораздо легче. Что такое Doing Business, вы знаете, это регистрация предприятий, получение разрешения на строительство, ряд показателей, в том числе подключение к энергосетям и так далее. Очень интересно. Теперь, что касается внешних факторов. Конечно, внешние факторы не могут не учитываться, они, безусловно, являются ограничителем для нас. Вот, например, позавчера появилась новость о том, что Международный валютный фонд распределяет беспрецедентную сумму на поддержку экономики стран, 650 миллиардов долларов США. Вот эти деньги будут распределены по всему миру. Большая часть этих денег пойдет в развивающиеся страны. Мы, к сожалению, на такого рода поддержку рассчитывать не можем. То есть это такого рода вещи нас, конечно, ограничивают. Второе, конечно, это фактор Грузии, которая приняла закон об оккупированных территориях. И это существенным образом влияет на приток в Абхазию инвестиций. И грузинская активная политика вообще помешать нам во всем, не только в экономическом плане, она имеет, конечно, определенные результаты. Не сама Грузия, конечно, это ее партнеры, Соединенные Штаты и Европейский Союз. Грузия, мы все знаем, что является ассоциированным членом. Но что касается Грузии, ВВП на душу населения в Грузии 4,4 тысячи долларов, да? То есть практически 2 раза выше, чем в Абхазии. Не так много и не так далеко они от нас ушли, но надо учитывать один фактор, что в продовольственном плане, в плане производства и переработки сельхозпродукции и в экспортных позициях мы опережаем Грузию на душу населения. Если взять грузинский экспорт, он составляет годовой показатель где-то 3,3 миллиарда долларов США. Из них, чтобы вы были кто-то в курсе, всего 500 миллионов долларов приходится на напитки, алкогольные, безалкогольные, то есть продукты, произведенные в промышленном формате. Все остальное является сырьем. Они очень много сырья экспортируют, грузины. То есть о чем идет речь? О том, что этот миф, что Грузия достигла определенных технологических и иных каких-то прорывов. Большую часть экспорта Грузии занимает реэкспорт автомобилей. Вообще сейчас условия в Азербайджане поменялись и в Армении. У них сейчас в этом плане большие проблемы. К чему я это говорю? Грузия еще очень
важный показатель. С 1992 года по сегодняшний день Грузия потеряла население 1,5 миллиона человек. Уехала из Грузии. Вот 5,4, сейчас 3,7. Это тоже серьезный показатель. К чему я это все говорю? К тому, что Грузия сегодня всячески пытается ограничивать наше экономическое развитие. Но при этом ограничивает и собственное экономическое развитие. У нас потенциал огромный, мы его будем развивать, в первую очередь с Российской Федерацией, и ориентироваться на российский рынок. И у Грузии этой возможности нет. Поэтому, конечно, вот эта их политика, она, если взять даже динамику ВВП, он у них только в прошлом году порядка на 9% сократился. То есть они уперлись в это свое экономическое чудо европейское и так далее. Там их товары никому не нужны. Туризм они развивать в конкуренции с Турцией, с другими там странами региона не в состоянии. То есть в этот потолок они уперлись, поэтому, конечно, им лучше вот эту действительность признать и договариваться и с нами, и с Российской Федерацией, тогда будет соответствующая перспектива. Иначе перспективы никакой. У нас она есть, и мы будем ее развивать. И напоследок два слова про взаимоотношения с Российской Федерацией. Хочу сказать, как главного партнера Абхазии. Россия оказывает систематическую поддержку Абхазии, финансовую, экономическую. Это порядка 8 миллиардов рублей ежегодно. Это пенсионное обеспечение, ну и иные формы содействия. Но в то же время хочу сказать, что Абхазия на душу населения является номер один по импорту товаров из Российской Федерации. У нас импорт из Российской Федерации составляет почти 20 миллиардов рублей. Это для нас колоссальная сумма. И мы находимся по умолчанию в рублевой зоне. Кстати, об этом я хотел сказать два слова, потому что, на мой взгляд, назрел давно уже вопрос, мы с 2015 года его ставили, это все-таки Абхазия единственная страна на постсоветском пространстве, использующая рубль Российской Федерации и имеющая свои планы на независимое существование. Я сейчас не говорю про Южную Осетию, вы знаете их вектор, они хотят воссоединиться с Северной Осетией, с большой своей родиной. Поэтому, так как Абхазия является своего рода маркером, да, взаимоотношений с Россией на постсоветском пространстве, вот то, что происходит в Абхазии, внимательно отслеживают и в Казахстане, и в Белоруссии, и в Азербайджане, везде. Потому что Абхазия — это такой некий флажок взаимоотношений с Россией. Если у нас здесь выстроится модель, понятная, сказать, такая, которая может быть использована уже в других направлениях, то здесь есть над чем поработать. И вот именно валютное соглашение, взаимоотношения в рублевой зоне, они до сегодняшнего дня не отрегулированы. То есть мы используем рубль Российской Федерации, и вместе с этим мы получаем все, конечно, и отрицательные издержки. Например, вот на валютном рынке происходит волатильность, да? Конечно, дешевеет рубль, это хорошо для производителей внутрироссийских, потому что они более конкурентными становятся в отношении товаров третьих стран. Но мы-то страдаем из-за этого. То есть вот такие моменты присутствуют. Конечно, еще и Джансух Эдуардович помнит, и Ахра Шотович помнит, и многие помнят. Мы по этому поводу много раз уже озвучивали. Эту тему надо продвигать и находить там возможность договориться, потому что это очень важный вопрос. Очень важный вопрос. А во всем остальном, конечно, завершая, хочу сказать, что, развивая экономику своей страны, в первую очередь нужно думать, конечно, о своих людях. Вот мы когда работали, мы не зря занимались. И тендеры, помнишь, Ахра Шотович, да, проводили, хотя это очень сложно. И конкурсный отбор кадров у нас проходил, и кредиты мы выдавали на открытой основе, значит, чтобы вовлечь максимально большее количество своего населения в экономический оборот. Хотя это действительно нелегко, люди у нас не совсем готовы, но это работа, которую нужно проводить, не останавливать во всяком случае. Повышение квалификации мы проводили, естественно, это и Министерство финансов, вот Джансух Эдуардович помнит, поддерживали. Мы направляли со всех районов Абхазии молодых перспективных людей. Естественно, у нас в Абхазии очень много проблем, которые мы не можем часть из них самостоятельно решить.
А большую часть мы можем решить с помощью нашего стратегического партнера Российской Федерации. И в этом смысле я, можно сказать, передаю мнение научного сообщества, системы Академии наук Абхазии, которая объединяет 8 научно-исследовательских центров, и прежде всего АБИГИ, наш научно-исследовательский центр, можно сказать, абхазоведения. И было буквально сказано, это было собрание вчера, нашими очень уважаемыми научными работниками, что когда заключают договора между Абхазией и Россией, наши власти, нашей стороны имеется в виду, недостаточно аргументированно доносят на мнение нашего общества и в том числе научного сообщества до российской стороны. Потому что по факту уже по истечению определенного периода времени появляются множество проблем, которые необходимо разрешать. А у нас вопрос вообще-то стоял с первого дня и прошлой власти, и новой власти, а сейчас уже и разработан проект закона. То есть из закона о науке следует, что все государственные решения, принимаемые органами государственной власти, должны проходить научную экспертизу. Закон о науке принят уже 2000-х годов, но, к сожалению, никакая власть это не соблюдала. Сегодня в виде проектов, разработанных Академией наук, конкретно Институтом экономики и права, находится на рассмотрении у президента по их же, можно сказать, заказу. Мы это сделали. Там есть распоряжение президента, постановление правительства, а при необходимости внесения изменений в закон парламент будет тоже направлен. То есть в том числе международные договора, о них речь идет, насколько учтены интересы Абхазии при заключении договоров. Мы уже по факту знаем множество случаев, когда не всегда учтены наши интересы. Я понимаю, в военной сфере, правоохранительной системы мы туда не затрагиваем. Мы говорим обычно в системе образования, науки, культуры, спорта, обычно человечество, что касается конкретных людей. В этом плане, надеюсь, в будущем мы уже властям официально это поставили, распоряжение у президента, что впредь при заключении договоров мнение нашего общества, различных ее слоев, и в том числе научного, будет учтено. Второй тезис, который я хотел бы затронуть, Гурам Мирович сказал на душу населения. Меня это радует, что по сельхозпроизводству, переработке, что мы опережаем соседнее государство Грузию. Но Наталья Викторовна присутствовала на нашей конференции, итоговой была такая. Наш молодой аспирант делал доклад, связанный с системой нашего госуправления и количеством на душу населения, сколько чиновников приходится. И в этом плане первое место Абхазия занимает по количеству судей на душу населения в мире. Западноевропейские страны, в Грузии, в России, постсоветские, все подсчитано, цифры. Они опубликованы в Вестнике Академии наук Абхазии, в последнем номере вы можете ознакомиться. То есть и судей, и системы госуправления очень много непроизводительных затрат мы производим, потому что наличное население Абхазии считается 250 тысяч. Вот на количество это как раз сопоставляя, и выявлены вот эти показатели, сколько государство из бюджета тратит на содержание чиновников разного уровня, республиканского и местного. И в этом плане уже продолжение, это уже как административно-территориальные единицы просчитаны. И также просчитаны расходы на содержание органов госвласти, управления и так далее. То есть в этом плане мы не можем хвастаться, что у нас эффективное расходование бюджетных ресурсов. Это в этом плане как минус, это уже внутреннее решение проблем. Некоторые вопросы, которые должны были бы внутри Абхазии решаться, я не знаю, каких соображений программа формирования общего экономического и социального пространства Абхазии и России почему-то вошли в эту программу. Или наши власти, может быть, такое задание было, что какие-то законы об образовании, совместная разработка написана. Эти вопросы некоторые мне трудно. Там таких очень много. Если посмотреть программу, там есть множество пунктов. Очень много мероприятий, которые как совместные, которые должны только исключительно здесь разрабатываться с учетом наших реалий конкретно, вот, учитывая наши объемы производства и количество жителей и так далее, наши ресурсы.
наше будущее все-таки неосвоенное региональное сотрудничество. Множество договоров, более 50 заключены, но по факту реально, даже бывая в Северном Кавказе, выступая у них в Кабардино-Балкарии, в Дагестане, в других республиках, и там тоже многие хотят развивать с нами сотрудничество, хотят перерабатывать нашу продукцию. Хранилище, пока у вас нет вашу продукцию, мы можем в российские рынки поставлять, только до нас довести. То есть вопросы, которые должны в организационном плане технически решить возможно. Даже вот это у нас не происходит. Да, многие из них, я не говорю уже о молодежи, которые не знают, где находится Абхазия, мечтают попасть, конечно, на море и так далее. Это как обычные люди. Другой вопрос, если я вот так тезисно, то денежно-кредитная политика у нас звучит очень красиво, конечно, но сами прекрасно понимаете, что насколько мы реально свою политику проводим, насколько ограничен наш национальный банк. В этом плане есть разные точки зрения. Как вы знаете, наш соотечественник Отрыба Анатолий предлагает свою собственную единицу денежную. Но если это невозможно сегодня, я уже вопрос постоянно ставлю, но движение, то есть поддержку я не вижу со стороны властей. В том плане, что Нацбанк Абхазии должен заключить договор с Центробанком России об обеспечении необходимой денежной массой нашу территорию. То есть это не только выплата зарплат бюджетникам или правоохранительной системе, то, что происходит, а то, что необходимо нашей экономике для того, чтобы простаивающие, я не говорю старые, восстановить, но на их основе в разных регионах Абхазии хотя бы по 1-2 объекта, где могли бы быть заняты наша местная рабочая сила, тем более специалисты в том же Тхуарчале и в других регионах остались и ждут, когда государство наше предложит какие-либо проекты. Заур Иванович, я абсолютно с вами согласна. Вот в частности, по какому вопросу. Все программы развития, экономического развития государства, в частности, стратегия развития абхазского государства, Абхазии у нас программа есть. И я с вами абсолютно согласна в той части, где вы говорите о том, что работает ли этот документ. Конечно же, нет. Я хотела бы, конечно, это не только с точки зрения национальных каких-то приоритетов, а обращаться, чтобы мы обращались к нашему абхазскому научному сообществу, потому что, наверное, нашу ментальность и нашу жизнь, наверное, наши ученые знают лучше, чем кто-либо-нибудь. Но я буквально, Заур Иванович, вот хочу сказать следующее. Абсолютно согласна. Все президенты, которые приходят, когда они стоят на трибунах и ратуют, чтобы за них проголосовали и их избрали, речь идет о том, что у них есть четкий план развития нашего государства, а я могу сказать, что до 28 лет нашей новейшей истории, не считая послевоенный период, да, ну, я бы сказала бы так, с 2004 года по сегодняшний день, я так и не увидела, чтобы наше государство такими очень ускоренными и усиленными темпами развивалось. Все, знаете, авозы ныне там. Более того, я хотела бы еще сказать следующее. Заур Иванович, все программы написаны, в частности, у нас есть программа «25 шагов», которую мы так и презентовали, но даже не удосужились, мы просто о ней поговорили, не говоря о том, что о программе, которую написали наши ученые, простите, конечно, я бы в приоритете поставила в первую очередь программу, которая написана нашими абхазскими учеными, и взять как бы для возможности такого концептуального вопроса разработки вообще в целом и программу развития 25 шагов, да, тоже там очень хороший проделан анализ. Можно было некий такой симбиоз сделать этих двух программ и что-то к чему-то выйти. Но мы же бьем себя в грудь, когда идем на выборы, потом об этом плавно забываем. Вообще даже не только, вообще это выпадает, да, из нашей жизни. Да. Честно говоря, за 4 года работы в парламенте, я не знаю, ну, все приходит с опытом. Я вообще, честно говоря, вот просто как финансист и экономист не могу понять, как же мы еще живем и на каком плаву мы находимся. Я абсолютно, Адгур Амирович говорил о темпах роста в сравнении, конечно, анализ необходим, да, в сравнении, может быть, с кем-то у нас не все так плохо. Но я считаю, что уже хуже нас есть, но хуже того, что происходит сейчас в нашем государстве, вообще за всю историю, я еще раз повторюсь, новейшего государства такого не происходило. Есть правила игры, по которым обязано жить государство.
Есть правила игры. Эти правила расписываются в определенном документе. А вот 46 вопросов, я сейчас лирически так с одного плавно перешла на другой, прошу прощения, да? А вот 46 вопросов, которые пришли в парламент в виде консультации, мы должны обсудить. Почему данный, я назову это слово, райдер нам пришел из России? Просто я хочу спросить, а почему данный документ мы не составили сами? Почему мы не написали, что мы должны делать поэтапно? Там, между прочим, в этом райдере, я его так называю, эти 46 вопросов, есть законы, которые просто необходимо нам принять. Просто там в области науки, в области налогового кодекса, очень все. Потом вопросы земельного кадастра упорядочить. Но мы на эти законы смотрим так. Значит, в этом райдере есть приоритетные вопросы, давайте их примем. А потом можно, честно, как все у нас происходит, мы обо всем потом забываем. Тогда, знаете как, уважаемые коллеги, я хочу спросить, а как развиваться государству? Ну как? Вот есть такая, я как-то в интервью давала и говорила такую фразу. Экономику не надо развивать, ей надо не мешать развиваться. А когда экономика развивается, я просто стесняюсь спросить, коллеги, у вас, тогда, когда все прописано. Тогда определены правила, законы, нормативно-правовые акты. Когда все это прописано, экономика будет развиваться. Прожиточный минимум 7, минимальная оплата труда в бюджетной сфере начинается от 2000 и выше. 2-3 тысячи есть, представляете, зарплата у людей есть 2-3 тысячи. Хочу спросить, как, это как? Ну вот как должен человек жить? Давайте выйдем на улицу. ГСМ. Сколько стоит сегодня ГСМ? Уже ажиотаж на заправках. Нет бензина. Все. Это первое. Второе. Нам предоставляют четкий план увеличения цены за 1 киловатт-часов. То есть мы начинаем энергосистема. Ну, это уже наболевшая тема. Сейчас было 40 копеек, мы сейчас есть такой термин у нас сейчас, предложенный президентом, экономическая обоснованная цена. Ну, это термин не им предложен, он часто употребляет эту фразу. Я хочу спросить, а что значит экономически обоснованная цена? При зарплате, я извиняюсь, при пенсии в 2500 и зарплате минимальной 7000 рублей. Это что за будет экономически обоснованная цена? А как люди будут жить, скажите, пожалуйста. Ну как мы хотим развивать экономику, когда людям мы даем 2500 и сказали, и забыли про них, это те, которые получают абхазскую пенсию, и напрочь забыли о них и сказали, живите как хотите. Но у нас есть правила, экономические правила. Ну, тогда мне не нужны такие правила. Я вот вам даю слово, что, я не знаю, вот полгода или год там сколько буду еще работать, и категорически вот как была против, так и буду против. О правилах жизни, игры и развития экономики надо не то, чтобы нам кто-то, какой-то дядя написал, а мы потом начали, или мы под копирку взяли, все списали для себя, как мы пишем законы наши. А когда пишем законы, я тоже хочу вам, стесняюсь так, я, наверное, секрет не открою, когда пишем закон, потом из контекста вырываем один абзац, второй абзац забыли, а смысл потерялся. А потом закон, как исполнять, мы даже не знаем. Потом мы за толкованием должны будем обращаться, парламент толкования не дает, Конституционный суд тоже. Вот я просто хотела бы, когда мы говорим о развитии экономики и о развитии нашего государства, я не знаю, я даже вот, честно говоря, наверное, надо провести не один круглый стол и, откровенно говоря, не один раз сказать, и сказать не то, что мы должны это констатировать как факт, а сесть и поработать над этим. И написать такие законы, которые в первую очередь защищали бы интересы нашего народа, нашей страны. Уже в парламенте он уже, наверное, лет 5 лежит закон о валютном контроле и валютном регулировании. То есть он просто запылился, но этот закон необходим.
потому что вот сейчас очень хороший закон с точки зрения, опять же, контроля и вывода из тени оборотов, да, вот закон о ККМ, да, контрольно-кассовых машин. Помните, Даур Леонтьевич, когда вы приходили в парламент, все время мы говорили об этом, Джанзух Эдуардович тоже присутствовал, речь шла о чем? О том, что нам необходимо, вот мы хотим изменить налоговую систему. Да, конечно, налоговый кодекс надо написать, но это очень объемный продукт, но поскольку хотя бы на ближайшее время изменить какое-то вот там с точки зрения возможности вывода из тени доходов, мы пошли по пути принятия упрощенной системы налогообложения. Да, закон очень такой немножко был устаревший, но мы его взяли в первом чтении для того, чтобы довести до ума уже к концу принятия его. На что тогда, помните, Даур Леонтьевич сказал, дайте нам время для принятия, для того, чтобы вступил в силу этот закон, нам нужно ввести контрольно-кассовые машины. И вот сейчас мы вводим контрольно-кассовые машины, и впоследствии, я думаю, будем изменять систему налогообложения, то есть приведем, как будет общая, патентная и, может быть, налог с оборота, да, вот, в частности, упрощенная система налогообращения. То есть вот эти моменты, они дадут возможность с точки зрения учета и контроля повысить доходы поступлений денежных средств в бюджет. Я думаю, мы дадим возможность людям не прятать свои доходы, а показывать, при этом, как говорится, реальные будут проценты по налогообложению. Вот смотрите, для чего мы на постсоветском пространстве первыми создали карту АПРА. Идея создания данной карты, я, например, гордилась тогда этим очень сильно, что вот мы создали свою карту, платежную систему. А на выходе что получилось? Она просто номинально существует, при этом обороты и практически она не работает. То есть, как правило, вот если вы сами видите, денежное обращение у нас происходит наличными. То есть номинально поступили деньги на карту, мы побежали, сняли, и дальше начинается обращение. Что я, например, считаю, что в этом смысле для денежного обращения необходимо просто было принять жесткое решение по безналичному расчету. А что дает такую вот возможность безналичного расчета? Когда ты расплачиваешься картой, то есть деньги остаются в кассе, да, в кассе государства. Да, по крайней мере, у тебя есть возможность проследить, отследить, понять, как происходит оплата, как все происходит в государстве, что мы не сделали. Даже пенсионные карты, пенсии, которые поступают на карты, сегодня люди, вы видите, стоят в очереди в такую пандемию, снимают с карт. Категорически нельзя было это делать. Это называется, надо было просто сделать указ о налично-денежном обращении, чтобы наличное обращение свести к минимуму. Есть статья 16 соглашения 2009 года, там написано, что Российская Федерация будет оказывать помощь, поддержку финансовой и банковской системе Абхазии, исходя из того, что рубль Российской Федерации является платежным средством на территории. То есть уже норматив существует в международном законодательстве, в международных договорах. Как одно из предложений, давай мы это запишем, что давайте обратимся там, я не знаю, к главе государства или там кому, кто там уполномочен, начать проработку или продолжить вот то, что мы там с 2015 года, может быть, ранее кто-то ставил, начать или продолжить проработку выстраивания отношений между, то есть как формализация этих отношений в части использования рубля Российской Федерации. Выступающие затрагивали некоторые, на мой взгляд, важные моменты, и задача заключается в том, чтобы правильно расставить приоритеты. Вот Наталья Викторовна задала вопрос, а как обеспечить пенсиями наших граждан, как исполнить социальную функцию. Хотя есть разные мнения, есть мнение о том, что надо создать максимально льготное налоговое законодательство для того, чтобы сюда шли инвестиции, для того, чтобы развивалась экономика. Поэтому здесь я хочу в своем выступлении затронуть некоторые, на мой взгляд, глобальные и фундаментальные вопросы. И определение ответов на эти вопросы, возможно, даст правильное направление, правильный выбор. Налоговая политика – это отражение политики, проводимой государством, несмотря на то, что она имеет некоторое самостоятельное значение, но обязательно важным фактором должно являться то, что налоговая политика должна основываться на теории. Налоговые системы формировались длительное время в разных странах, не учитывать опыт других стран, не учитывать теорию, заниматься изобретением велосипеда может быть чревато. Такой способ развития всегда будет стихийный и будет развиваться только методом проб и ошибок. Выбор
налоговой политики зависит прежде всего от социально-экономического строя государства и, естественно, состояние экономики и финансов страны. Но вот здесь вот с первым ключевым моментом у нас, по-моему, очень серьезные проблемы. Вопрос отношения к социально-экономическому строю нашего государства, по-моему, не имеет не только единого, но даже преобладающего мнения. Я думаю, что наше общество в целом плохо себе представляет, при каком социально-экономическом строе мы живем, развиваемся и строим наше государство или собираемся его строить. Но, тем не менее, в Конституции нашей страны неоднократно упомянуто социальное обеспечение населения страны. Да. И я считаю, что это и есть приоритет, и это должно быть, на мой взгляд, одной из важнейших задач государственной политики, и в том числе налоговой политики, потому что они неразрывно должны быть связаны. Можем ли мы позволить себе снижение налоговой нагрузки как инвестиционно привлекательную меру для развития экономики, при том, что не можем обеспечить не снижение уровня доходов и выполнение социальных функций государства? Я считаю, что нет. Заинтересованы ли мы в инвестициях в экономику, иностранных инвестициях в экономику и предоставлять льготы по налогообложению, то есть снижать доходы в бюджет, при этом не обеспечив никак трудоустройство наших граждан? Я в этом случае тоже не считаю, что наше государство в этом заинтересовано. Богатство государства складывается из двух составляющих основных. Это богатство казны и доходы граждан. Если мы в результате инвестиционного проекта не получим ни того, ни другого, а произойдет просто переход права собственности, я считаю, что мы не достигнем какого-либо благополучия. Тем более, что бизнес сам по своей природе имеет определенную закономерность и преследует определенные цели. Это извлечение прибыли, и это расширение своего бизнеса. А расширение своего бизнеса влечет увеличение конкуренции, и, соответственно, более крупный бизнес будет развиваться, мелкий бизнес будет затухать. Поэтому, на мой взгляд, одним из важнейших условий нашей налоговой политики, особенно в части предоставления льгот, это должно быть принятие мер обеспечения увеличения доходов наших граждан в части наемных работников, то есть условия трудоустройства наших граждан, увеличение доходов, за счет чего, соответственно, и будет снижаться социальная нагрузка. Ну, естественно, когда мы говорим о льготах в налоговой системе, здесь не может быть речи о том, что нельзя применять льготы, и не нужно этого делать. Я считаю, даже наоборот, в сфере малого бизнеса, в сфере мелкого бизнеса, возможно, в какой-то части и среднего бизнеса. Предпринимательскую деятельность так или иначе надо, конечно, стимулировать. Но мы должны понимать, что если мы будем основываться исключительно на доходах от предпринимательской деятельности и не выполнять социальную функцию, мы получим следующее. Малооплачиваемые категории граждан, это прежде всего преподаватели, работники научной сферы, работники учреждений культуры, спорта и так далее, вынуждены будут уходить в бизнес, дабы заработать себе доходы на содержание своей семьи и своих личных доходов. Возможно, мы достигнем определенного экономического роста за счет этого, но я считаю, что с точки зрения будущего мы окажемся у разбитого корыта, поэтому важнейшей задачей является решение проблем будущего, а соответственно необходимо вкладывать деньги в эти сферы в первую очередь. И налоговая политика – это всего лишь инструмент, а не самоцель. Много вопросов, много споров относительно налоговой политики есть. Вроде бы понятно всем, да, все говорят, когда рассуждают, все вроде понятно, простой термин принцип справедливости при налогообложении. На мой взгляд, есть два в корне противоречащих друг другу мнения этого принципа справедливости. В чем они заключаются? Единая ставка налогообложения – это принцип справедливости и сообразно доходу, и есть принцип справедливости сообразно достатку. Я так, допустим, для примера могу привести следующее. Представим себе, что некий гражданин получает доход 10 тысяч рублей, в частности, наши преподаватели, наши работники учреждений культуры, спорта, да и здравоохранения тоже. Выплачивают налог по ставке 10%. И есть предприниматель, который извлекает доход в размере 100 тысяч рублей, дай бог и больше,
и уплачивать такой же самый налог по такой же ставке 10%. Считаем ли мы это справедливым или нет? В одном случае деньги идут исключительно на обеспечение минимума потребностей для выживания, прожиточный минимум. В другом случае возникают определенные накопления, возникает точка роста, возникает возможность расширения бизнеса, и чем крупнее бизнес, тем больше возможностей со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому я считаю, что более справедливая, более социальная и более понятная для нашего общества, особенно с учетом нашего менталитета, с точки зрения нашей этики и нашей морали, прогрессивная система налогообложения. Кто зарабатывает больше, должен платить больше. Кто зарабатывает мало, должен как минимум обеспечить сам себя и свою семью. У многих находятся на иждивении члены семьи, и на некоторые заработные платы, из которых в равной мере якобы справедливо уплачивается подоходный налог на сегодняшний день, им не хватает на прожиточный минимум. Поэтому считать это справедливой мерой, я считаю, неправильно. Ну, конечно, в части налоговой политики, да, все зависит от того, какие принципы государство закладывает в основу этой налоговой политики. И в нашей стране очень часто звучит речь о налоговом реформировании, о необходимости налогового реформирования, о написании налогового кодекса. Наталья Викторовна заметила, можно переписать готовый документ, да, внести определенные в него коррективы. Будет ли он работать, будет ли он приемлем, и даст ли он определенный эффект. Очень часто вопросы упираются в возможности налогового администрирования. Можно написать очень красивую налоговую систему, но при отсутствии инструментов, при отсутствии механизмов добиться результата не получится. В итоге будет только исключительно отрицательный результат. Поэтому вопросы возможностей и инструментов налогового администрирования, они должны быть краеугольным камнем, но не целью. Они должны являться либо условием, либо промежуточной задачей налогового реформирования. Как самоцель, это тоже, я считаю, рассматривать не надо. И вот для примера могу привести следующее. Вот была реализована патентная система налогообложения, и в ней вот предусматривается наличие QR-кода. То есть это механизм налогового администрирования с использованием современных технологий, которые, вот, можно для сравнения сказать, да, вот в этом году мы о нем услышали, что власти Российской Федерации в отношении справок по ковиду, да, начали применять точно такой же метод. Чем это было вызвано? Это было вызвано массовым выбросом липовых справок, которые невозможно было контролировать. И, то есть вот такие механизмы, такие способы налогового администрирования, они должны обязательно учитываться при налоговом реформировании и быть обязательно необходимым условием при изменении налогового законодательства. Ну, мало того, вот на сегодняшний день у Министерства по налогам и сборам есть даже возможность выдачи тех же самых патентов удаленным способом, и они готовы это сделать. Вопрос, готово ли общество к этому, готовы ли мы воспринимать документ, за который необходимо оплатить удаленно в виде бумажного листа и считать его защищенным документом. Я думаю, что это пока будет вызывать очень много вопросов в нашем обществе, и, по всей видимости, по этой причине пока в ближайшее время это реализовано не будет, хотя это вот одно из перспективных направлений возможного удаленного общения с налогоплательщиком. Но если говорить о предыдущем опыте, у нас очень много изменений было в налоговое законодательство, очень много поправок, очень много дополнений, очень много чего было за все эти годы осуществлено. Если взять объем этих изменений, то можно с уверенностью утверждать, что, судя по объему, было осуществлено несколько налоговых реформ, но результата мы не получили. Желаемого конечного результата общего, то есть это в основном зачастую носило ситуативный характер, конкретные вопросы, носило спонтанный характер. И одной из важных проблем является то, что имели место случаи, и довольно-таки часто, когда изменения в налоговое законодательство не носили последовательный характер. То есть в связи с изменением политической ситуации изменялись взгляды на некоторые вопросы в сфере налогообложения, изменялась ситуация, не было никакой преемственности, не было никакой последовательности. Это тоже вызывает определенный хаос. По этой причине и лично я придерживался и придерживаюсь только одного подхода в вопросе налогового реформирования.
Это концептуальный подход, на мой взгляд, я считаю, что иного пути нету. И прецедент такой уже был, вот здесь присутствующие некоторые люди знают об этом. В 2017 году была представлена концепция реформирования налоговой системы, была представлена Министерством экономики. Нельзя, конечно, сказать, что мы абсолютно с ней согласились. Были возражения в части возможности применения двухуровневой системы налогообложения, но самое главное, это был уже принципиально новый подход к вопросу реформирования. Принципиально новая форма и, на мой взгляд, качественно новая и качественно правильная форма. Очень много было точек соприкосновения в вопросах изменения системы налогов и исключения немаленького количества малоэффективных налогов, сокращение количества налогов, введение единого социального налога. Проект разрабатывался и даже, по-моему, находится в парламенте. Я считаю, что его нужно вводить в один налог, единый социальный налог взамен довольно-таки большого количества платежей во внебюджетные социальные фонды. Наталья Викторовна сказала, что у них рассматривается вопрос применения упрощенной системы налогообложения. Это очень серьезный вопрос. Я знаю, что есть противники данного вопроса, данной системы налогообложения. Все упирается в страхи и риски применения такой системы вследствие возможности дробления бизнеса и, соответственно, укрывательства доходов и уклонения от уплаты налогов. Но, на мой взгляд, другого пути нет. Вот Джансух Эдуардович не даст соврать, наверное, что система налогообложения в виде спецналога, она себя изжила, она оказалась тупиковой формой развития налоговой системы. И для того, чтобы уходить от подобных вещей, необходимо качественно новое. Обеспечить переход от спецналога, от фиксированного налогообложения на общий режим налогообложения, введение полноценного учета, я считаю маловозможным. В стране есть большой недостаток специалистов в сфере учета, особенно за пределами столицы. И, по всей видимости, это вызовет очень серьезные проблемы и желаемого эффекта не будет. Поэтому упрощенная система налогообложения – это, в свою очередь, еще и упрощенный учет. Ну, естественно, обязательным условием применения упрощенной системы налогообложения является применение контрольно-кассовых машин. Это и учет денежных средств, это и учет операций осуществляемых, но это прежде всего часто задавался вопрос о том, насколько большой нелегальный оборот, нелегальные доходы, какие резервы. Проблемность подсчета заключается в том, что у нас в стране, вот Джансух Эдуардович, думаю, подтвердит, есть 3 вида оборота. Есть легальный, есть нелегальный и есть неучтенный оборот. Отнести неучтенный оборот к нелегальному зачастую не представляется возможным, особенно в сфере применения спецналога. Это большая часть предпринимателей в сфере торговли, в сфере общепита, в сфере услуг. И, если честно, у меня лично возникают вопросы, когда мы слышим какие-то сводные статистические показатели об объеме оказанных услуг в сфере, вот в этих сферах. Откуда они берутся, поскольку предприниматели в сфере, уплачивающие налог по специальному режиму налогообложения, спецналог, насколько мне известно, больше никакую отчетность никогда не представляли и представлять пока не собираются. Поэтому тут у нас очень серьезные проблемы с учетом. В чем же сложность, в чем проблема? Работы проводилось много. Были созданы комиссии, были созданы группы. Разные группы в разное время. И одновременно по разным направлениям велась работа в этой части. Были предложения в сфере изменения закона о налоге на добавленную стоимость. Да, было 2 противоположных мнения. Но могу сказать так, что мнение о том, что изменить этот закон и вернуть его состояние до изменения закона об НДС, то есть отменить ввозной НДС, такого мнения не существовало. Были разные подходы к тому, чтобы изменить этот закон. Были допущены ошибки при принятии закона, и определенные корректировки в этот закон требовались и требуются, но сам принцип введения ввозного НДС предусматривается существованием самого НДС в принципе. Либо надо в корне менять налоговую систему, можно взять там прообраз
налоговой системы любого развитого государства, где нет, допустим, налога на добавленную стоимость, ввести налог с продаж. Вопрос возникает с возможностями администрирования и с доходами бюджета нашей страны. Можем мы себе это позволить или нет? Я считаю, что у нас такой возможности, к сожалению, нету. Единственное, на мой взгляд, вот принципиальным является вопрос, это пересмотр, в том числе, я остаюсь на своих позициях, Гурам Семенович, что пересмотр ввозного НДС, в том числе и НДС вообще и всех налоговых платежей, можно осуществлять и нужно осуществлять, опять-таки, в первую очередь с социальной точки зрения, исходя из определения категорий налогоплательщиков. Надо разделить и определить, что такое мелкий бизнес, что такое малый бизнес, что такое средний бизнес, ну и, соответственно, с четкими критериями. И, соответственно, что такое крупный бизнес. Вот, и не может быть абсолютно одинакового подхода. В противном случае мы не добьемся никакого желаемого эффекта, на мой взгляд, и желаемого результата. Ничего мы не добьемся, мы просто потеряем платежи в бюджет и все. Поэтому надо, еще раз повторюсь, на мой взгляд, оказывать поддержку малому бизнесу, надо оказывать поддержку любому бизнесу, который создает рабочие места и не просто создает рабочие места, а платит высокую заработную плату. И платит заработную плату, позвольте, все-таки гражданам Республики Абхазия. Это немаловажно. Обеспечить занятость граждан Республики Абхазия. В этом случае, конечно, можно и нужно. Но что для того, чтобы это все сделать, нужно сделать в первую очередь. Еще раз вот скажу, что были несколько вариантов налоговых реформ, было много вопросов, было много мнений. Но для того, чтобы это все сделать и для того, чтобы это все реализовать, нужно, на мой взгляд, сделать одну простую фундаментальную вещь. Я про нее рассказывать и повторять ее не буду, наверное, уже с ней все успели ознакомиться. Я так же, как и вы, вот, в интернете, в средствах массовой информации прочитал концепцию реформирования органов государственного управления. Я считаю, что это базовое условие для проведения всех реформ в государстве, в том числе и налоговой реформы. Тут Даур Леонтьевич многое сказал, абсолютно правильных, фундаментальных вещей в части налоговой политики. Вот я просто слушал его и понимал, насколько все это соответствует действительности. За что хочу выразить огромную благодарность. Продолжая тему цифровых технологий в экономике, в управлении страны, да и во всех сферах на сегодняшний день цифровые технологии шагнули настолько далеко вперед, что куда ни посмотри, куда ни пойди, везде современный человек сталкивается с информационными технологиями. Безусловно, масса плюсов, которые даже озвучивать не нужно. Это и повышение эффективности труда, и производительности, все ускорение совершения каких-то операций, бизнес-процессов, оборачиваемости. Все это, безусловно, имеет место, и это то, к чему мы должны стремиться. Это то, что, возможно, послужит основным элементом нашего такого рывка в развитии, в различных отраслях. Я опять же не хочу концентрировать свое внимание только на экономических отраслях. Это и социальная сфера, это и система государственного управления, это и все, что в нашей стране имеет место быть, все, от чего зависит благосостояние и наших граждан, все должно идти в ногу со временем. Безусловно, есть различные проблемы. Все это удовольствие, так назовем в кавычках, достаточно дорого стоит. Но вот здесь хочу обратить внимание на опыт, который есть в Министерстве по налогам и сборам. Кстати, сам он этого не скажет, конечно, но я хочу сказать, что именно под руководством Даура Леонтьевича вообще в Министерстве по налогам и сборам была создана так называемая СУБД, база данных, электронная, чего в принципе не было ранее никогда. Хочу обратить внимание, что все это создавалось в абсолютно, как бы вам сказать, ограниченных бюджетных возможностях.
Скудных. Я в тот период, когда активно он занимался развитием, был, как говорится, в Министерстве финансов, да, и я понимал, что это абсолютно необходимые вещи. Но я поражался с какой эффективностью на каждый вложенный рубль получается результат. Да, безусловно, мы понимаем, что на сегодняшний день технологии, если мы говорим сейчас, да, в сфере администрирования, налогов и так далее, они очень крутые, так, да, уличным термином выражаясь, они позволяют очень много контролировать, отслеживать, администрировать. Но даже то, что было создано на уровне, значит, того, что мы имеем сегодня, я считаю, Даур Леонтьевич, огромная благодарность от меня лично. Я думаю, что люди, которые, как говорится, разбираются в этой сфере и понимают, о чем речь, они вам безмерно благодарны. Но нельзя останавливаться на достигнутом, это мы тоже прекрасно понимаем. И вот те замыслы и разработки, которые были запущены, мы сейчас их тоже пытаемся довести до ума. Хочу вам сказать, что уже есть связка, значит, налоговая, таможня, Министерство юстиции на сегодняшний день есть. Все это будет развиваться. Это нужно развивать. Самое главное, на мой взгляд, наша беда, как налоговиков, все еще у нас отсутствует связка налоговая, банковская система. Да, вот А поэтому- без этого мы, как бы не старались, наш друг говорил, да, бумажки носить из налоговой в банк и обратно, эффективности не будет. Эффективности не будет. Это то, над чем мы сейчас продолжаем работать. Я очень надеюсь, что и с помощью нашего общества, да, которое в той или иной степени может в какой-то степени помочь, там, консультации, еще чем-то, мы в этом направлении будем двигаться. Что касается казначейской системы и тех технологий, которые были использованы, хорошо, Даич, возвращаешь к вашему непосредственному вопросу. Ну, мне, наверное, неправильно будет сейчас расхваливать эту систему, но могу сказать, что реализация данного проекта позволила нам обрести достаточно серьезный государственный инструмент. В виде примера, для того, чтобы до внедрения этой системы министру финансов получить объективную и достоверную информацию об остатках на бюджетных счетах наших районов и республиканского, могло потребоваться до 1 месяца. Ну, вы понимаете, да, в современном мире, когда человек управляет государственными средствами, и у него нет достоверных сведений о том, где, на каком счете, какие средства, какие остатки, какие налоги поступили и так далее. Сегодня система устроена таким образом, что все это находится в одном электронном пространстве. В режиме онлайн каждый вечер происходит стыковка и загрузка банковских выписок в казначейскую систему, и уполномоченные на то специалисты, соответствующий министр финансов, руководители государства имеют возможность наблюдать, что произошло за день, какие расходы были осуществлены, какие виды налогов поступили, какие виды таможенных платежей поступили. Все это является инструментом, который позволяет в первую очередь понимать реальную ситуацию. А это очень важно. Это очень важно, когда речь идет о бюджетных средствах, когда речь идет о принятии того или иного решения. В первую очередь направлено на решение социальных вопросов, вопросов, касающихся каких-то бедствий, чрезвычайных происшествий, стихийных бедствий. Вот это как пример. Но хочу отметить также, что все это нельзя назвать на сегодняшний день реализованный продукт совершенным. Все это должно развиваться. Время не стоит.
И с каждым днем, с каждым годом появляются какие-то новшества, которые позволяют работу того или иного органа сделать более эффективной, более совершенной. То же самое в бизнесе. Все это взаимосвязано. Я, конечно, далеко не специалист экономики. Тут, что касается работы именно, у нас очень хорошие контакты были, на очень хорошем уровне сотрудничали с Министерством по налогам и сборам. Но очень отстает от всего этого именно банковская система. У нас нет закона о валютном регулировании, хотя таможенный комитет обязан все это видеть, все переводы. Вот именно вот в этом направлении, я думаю, работа предстоит колоссальная. Очень большую работу в плане цифровизации было сделано Дауром Леонтьевичем. Практически я являюсь его учеником в этом направлении. Он меня учил всему этому. А вот именно вот банковская система, вот из этой тройки, когда вот Министерство налогов и сборов, таможенный комитет, выпадает банковская система, это какая-то закрытая на сегодняшний день информацию получить от банка очень сложно, какие переводы, кто сколько перевел и все прочее. И вот эта проблема существует. И цифровая технология это в первую очередь, конечно, минимизация человеческого фактора. Минимизация человеческого фактора это уже минус коррупции. Нам надо просто себе, наверное, сказать, что нам необходимо пройти через цифровую трансформацию полную. Мы как-то все время обходим стороной эту тему, потому что очень много людей, которые сегодня в государственном управлении участвуют. Все это очень тяжело, это современные вещи. На самом деле ни одно современное предприятие и, наверное, успешное государство не может существовать без того, чтобы перейти полностью на цифровые рельсы. Но это, конечно, огромный комплекс мер. И если сейчас сразу критиковать эту историю, что это гигантские деньги, нужно их где-то доставать, в принципе, мы получаем какие-то гигантские деньги, которые тоже куда-то там инвестируем. Просто, мне кажется, немножко нет веры в то, что это даст большой выхлоп. На самом деле, вот в первой части, в цифровой трансформации, есть огромный выхлоп и по экономии, потому что реформа госуправления, вот я смотрел тоже презентацию, нужно же с меньшим количеством ведомств при этом принимать актуальные управленческие решения. Для этого в руках у руководителей должны быть какие-то инструменты сбора данных, анализа их, какая-то биг-дата, все эти умные слова. Слушайте, надо это внедрять, потому что если мы будем продолжать таскать бумажки из кабинета в кабинет, в которых будет меняться какая-то информация, что-то выдергиваться из контекста или еще что-то, мы ничего не получим. Будет просто меньше людей, которые еще менее эффективно делают ту же самую работу. Касательно граждан, это то, что мы видим в РФ, не самая, честно сказать, цифровая там страна, но тем не менее гигантский успех госуслуг, гигантский успех МФЦ и мои документы в Москве. Я не представляю, какую работу провели люди, которые перевели все эти архивы в цифровой формат, и теперь, как опять же в критике скажут, как наши бабушки будут этим пользоваться, они не умеют. Но мы же видим, они приходят, и там все им объяснят, все очень получается. Как работает механизм самозанятых, как человек очень просто в приложении там, сам себе выписывает чеки, сам себе отчитывается. Огромное количество банков, которые ведут всю бухгалтерию за юрлицо, и он практически не взаимодействует с налоговой непосредственно. То есть это все очень сильно облегчит нашу работу. Люди не только не хотят, мне кажется, предпринимать, потому что у них есть вот какие-то такие ограничения. На самом деле предпринимать страшно. Потому что страшно открыть предприятие, это очень сложно, это не так легко, это не одно окно. Потом нужно отчитываться перед налоговой, потом будут происходить какие-то проверки. Все это довольно такие сложные вещи. Все это можно упростить. Для этого как бы придуманы разные инструменты. Единственное, вот мне часто задают этот вопрос, как вот убрать коррупцию во всем этом, как убрать коррупцию. Тут, наверное, такая непопулярную вещь я скажу. Все же все эти современные продукты, мировые, они не подразумевают, что внутри сидят непорядочные люди. Они, конечно, там есть механизмы контроля, каждый следующий там проверяет предыдущего,
ну, в основе лежит, что ну, сидят люди, которые хотят сделать свое дело нормально. Поэтому, наверное, у нас не получится сделать какую-то уникальную абхазскую систему, в которой мы вот всех людей плохих уберем. Надо просто действительно выбрать нормальных людей, которые готовы в новых цифровых реалиях осуществлять свою деятельность. Электронно-цифровая подпись, опять же, вот мы в некоторых там предприятиях практически все автоматизировано и есть цифровой документооборот. Но при взаимодействии там, с банками, с государственными органами все же нам приходится вести там бумажный документооборот, потому что не существует механизма юридического подтверждения того, что тот или иной документ имеет силу. Да. Несложная вещь, в принципе, эти, я думаю, проекты где-то, наверное, лежат. Есть центр сертификации, да, они создаются, выдаются подписи, и люди просто прекращают ездить друг к другу. Это ведь увеличивает и производительность труда в том числе. Ну, что касается предприятий, я думаю, все, кто здесь ведет бизнес, понимают, что, ну, наверное, сегодня успешный бизнес не может быть не цифровым. Что сельское хозяйство, казалось бы, такие вот консервативные бизнесы, что такое современное, везде, как только туда приходят современные технологии, цифровизация, производительность труда очень сильно вырастает, доходы остаются, если не больше, то прежними, людей становится меньше, они зарабатывают больше. Да, есть проблема с тем, что высвобождается часть трудового потенциала, и нужно там его куда-то девать, то это вот другая сторона. Нужно просто, чтобы новые предприятия были. Но те, кто там есть, работают с большей эффективностью, за большие деньги, потому что предприятия остаются при своих доходах. Что делать? Нужно садиться и писать программу по цифровой трансформации. Надо прекратить таскать друг другу. Не то, что бумажки, вообще относиться к тому, что вот к ритуальному характеру всех наших вещей, которые у нас там происходят в госуправлении. Мы ходим вот с этими большими ритуалами. Я просто был, ну, там иногда вот в правительстве, ну это же ужас. У меня на столе нет ни одной бумажки. Приносят, я быстро отдаю, потому что нужно взаимодействовать. То есть у меня все там в компьютере, там все в бумажках. То есть компьютер красивый, в нем можно включить музыку, все это классно, но ты видишь, что основная информация поступает аналитическая как бы, в какой-то бумажном виде. Это крайне неудобно. Нужно идти по этому пути. Но вторая часть, мне кажется, более футуристическая, но все же я о ней скажу. Ахра говорил, что на самом деле у нас есть, конечно, IT-специалисты, и в принципе определенное количество их есть. Они покрывают те нужды, которые сегодня есть в стране. Их не очень много. Честно говоря, большая часть из них – это так называемый системный администратор. Человек, который может обслужить офисную сеть, что-то там настроить. Есть специфические специалисты, работают в определенных компаниях, в банках. Но, для того, чтобы произвести цифровую трансформацию, этого явно недостаточно, конечно же. И, скорее всего, мы в скором будущем не получим такое количество людей. Но все же, вот я когда-то эту тезис говорил тоже большим людям, но они сказали, что это все фантастика. Я знаю, сельское хозяйство и туризм – это наши базовые проекты. Но есть примеры стран, которые недорого, не вкладывают туда большие деньги, сказали, что IT, то есть производство цифрового продукта, это тоже наш корневой проект. И у них получилось. Их не очень много. Там есть Белоруссия, в России есть Иннополис, есть Сколково. По-моему, в Казахстане есть неплохой тоже центр. В прибалтийских странах, в Финляндии тоже очень сильно идут по этому пути. Оказывается, что можно генерировать очень-очень большой доход, создавая вот такой добавленный цифровой продукт. У этого продукта есть огромные преимущества. У него нет... можно скрыть, скажем, страну происхождения там, для мирового сообщества. Ты не очень понимаешь, где написан программный код. Ты не можешь сказать, что он не признанной страной сделан или частично признанной. Это сделано трудом замечательных людей, и все нормально. Мы его скрыли, мы поучаствовали в каком-то международном проекте. Почему мы об этом говорим? Слушайте, вот у нас в Домезе, жалко нет, каждый год там сотни детей учатся в школе. Они не хотят быть юристами. Это сотни, это только в Сухуми. Они не хотят быть, не все хотят быть экономистами. Почти вся молодежь, которая знает, в том или ином виде они хотят быть, это сегодня такая IT-специальность. Да. И блогер это тоже IT-специальность, там графический дизайнер или там какой-нибудь, который 3D-анимацией занимается, тем более разработчики. Они все либо свою мечту не исполнят, то есть они просто станут, кем мы их принудим станет, когда отправим их на юридический факультет или экономический, либо они уедут из страны. Они уедут и не вернутся. У нас здесь нет условий для того, чтобы реализовать себя. При этом с этими же проблемами сталкивалась та же Белоруссия, которая сказала, что мы сделаем парк высоких технологий, мы соберем всех там. Если там не хватает интеллектуального потенциала, мы пригласим людей снаружи и скажем, поработайте с нами вместе, посидите, поучите нас и произведем цифровой продукт, интегрируемся в эту сферу.
Мне кажется, что не сразу, не за год, не за два, это, конечно, не сельское хозяйство и туризм, но здесь как бы лежат огромные деньги, которые мы не поднимаем, вообще на это не смотрим. Мы вообще не верим в то, что наш ребенок там способен к этому, или даже взрослых. Взрослых тоже можно переподготавливать. И сегодня в России, например, просто очередь стоит на курсы людей, которые там, не знаю, работали на бензозаправке, хотят стать маркетологами, которые хотят стать там какими-то мини-инженерами. То есть они быстро переподготавливаются, уже нет времени, там, 5 лет учиться. Мне кажется, нужно смотреть в эту сторону тоже, чтобы у нас вот получился какой-то такой кластер айтишный, мы поверили в то, что мы можем вот и принимать таких людей. Мы разговаривали с людьми, которые, вот вы знаете, что есть такой феномен Бали, там, люди уезжают, работают там, какой-то айтишники, типа дауншифтеры. На самом деле они с удовольствием приехали бы и сюда при определенных условиях. Здесь люди говорят на знакомом им языке. Здесь удобно для них, там, рублевая зона, это, в этот момент это плюс, как говорится. Зачем ехать так далеко? Но мы не создаем условия и не анонсируем себя как страна, которая вообще что-то знает о цифровых технологиях, готовы принять, дать им какую-то инфраструктуру в этом плане. Мне кажется, что в этом направлении нам просто неизбежно придется идти, и надо об этом думать. Цифровая трансформация, и все же поверить и попытаться интегрироваться в мировой цифровой продукт. Я не говорю, что мы сделаем стартапы, там, Google будет, не будет, наверное. Белоруссия тоже не очень много выродила, хотя у них много специалистов. Но ведь мы можем делать часть работы, ну, в рамках больших проектов. Почему наш программист не может эту работу выполнять? То есть это просто какой-то кусочек. И это очень важно. Это комьюнити, это нетворкинг, люди знакомятся друг с другом. И мы представляем свою страну совершенно в другом ключе. Не только как такую консервативную, аграрную, гостеприимную, конечно, но и в том числе передовую. Жесткое деление на прикладную и теоретическую науку, ну, может быть, оно не совсем оправданное. Может быть, стоит говорить о той науке, которая может эффективно отдавать в краткосрочные, среднесрочные перспективы свой продукт в какие-то конкретные области экономики или образования, скажем, как-то вот так вот. Но для этого существует хорошо пробированный способ. Вы формируете, ну, скажем, на базе Академии наук какую-то компетентную комиссию, включаете туда представителей Министерства финансов, представителей парламента, там, помните, одно время у нас похожая комиссия была, и рассматриваются эти проекты. И просто те, кто выигрывают, там есть какой-то определенный ограниченный бюджет, и этот бюджет распределяется между этими проектами. Следующий год может выигрывать другие проекты. Таким образом, вы подпитываете не только собственное развитие и собственную экономику, вы подпитываете людей, которые поехали, получили образование, приехали, они хотят реализовать свой потенциал здесь. Может быть, этот потенциал через эти проекты реализуется не следующий год, не через 2 года, а может через 10 лет. Но я вас уверяю, что выхлоп от этого будет такой, что просто никакими даже инвестициями покрыть не сможете. Вот к чему я вот это все связываю с государством? Конечно, встает вопрос, где взять средства на вот такие, да, поддержку такого бизнеса, поддержку инноваций, как бы внутренние инвестиции своих ресурсов. Откуда это взять? Ну, по-моему, надо осуществить просто тотальную, как это, не знаю, нормализацию, я не хочу чистку говорить, но вот тотальную нормализацию нашего государственного аппарата. Знаете, боливар не вытянет ни 2, ни 3, ни 4. Мы не в состоянии тащить такой ввоз чиновников разного уровня, которые вообще в подавляющем, не знаю, процентном вообще ничего не делают. Этот слой людей должен быть заменен формализованными принципами контроля, мониторинга, управления и принятия решений. То есть вот тех самых IT-технологий, но уже на этом государственном уровне. Мы должны использовать все то новое, что есть в мире. Если мы этого не делаем, мы отстаем. Чтобы использовать это, нужна какая-то определенная часть нашего бюджета направлена на эти средства. Но если мы будем вот так вот тянуть за собой вот этот неподъемный ввоз армии госчиновников, никакие инновации и никакое развитие, ни образование, ничего никогда нам не светит. Этот вопрос должен быть решен радикально.
Понимаете, это, может быть, звучит как-то известно жестко или там даже жестоко, я не знаю, говорят, куда этих людей, на улицу, что ли, их выбросить? Нет, не так вопрос стоит. Государство должно предоставлять услуги гражданам. Эти услуги должны быть качественные, быстрые, своевременные, а в наше время осуществляться с минимальным затратой наших ресурсов. Госуслуга – это такая же экономика, как и все остальное, и она должна быть при меньших затратах и более эффективной, как в любом бизнесе. Это такой же бизнес просто, который мы все с вами оплачиваем. Сегодняшний мир, он имеет настолько вот это глобальные формы проникновения, что те ресурсы, которые мы не имеем возможность получить доступ через официальный или там государственный институт, например, да, я вас уверяю, к этим ресурсам или к аналогичным, или к альтернативным можно получить прекрасный доступ на уровне бизнеса, предприятий, корпораций, госкорпораций, чего угодно. Вот просто как бы чуть-чуть на нашем примере, я не хочу никому там пример ставить или прочее. Если вам нужно осуществить технологический бизнес, если этот технологический бизнес востребован, ну, в данный момент, скажем, в сельском хозяйстве, я вас уверяю, самые последние разработки, в том числе в области программного обеспечения, облачных сервисов и так далее, к вашим услугам. Это стоит недорого, это все на уровне, сегодня решается лицензии за месяц, за год, по очень щадящей схеме, и никто вас не спрашивает, откуда вы там, из Абхазии, там, из Южной Африки, из Антарктиды, лишь бы вы платили деньги, лишь бы вы были надежным клиентом, и эти сервисы будут предоставлены к вашим услугам. Все зависит от того, насколько компетентно, своевременно и вот так вот технологично вы можете их внедрить в экономику. И я вас уверяю, это не так уж сложно сделать. Этот рынок открыт, надо им пользоваться, и надо стараться сделать так, чтобы максимальное количество людей принимало в этом участие. А государство оказывало этому делу поддержку. Сегодня, мне кажется, что вот этот вот подход у нас государство немножко как бы игнорируется. Я не знаю, немножко вот такая зашоренность есть. Сегодня, если ты хочешь быть успешным на государственном уровне, тем более, когда у тебя есть жесткие ограничения, надо опираться вот так вот широко на все то, что происходит в мире. Слева, справа, стараться применить те инновации, те достижения, которые уже есть в мире, и это, конечно, поднимет уровень, а вот это общее поднятие уровня поможет нам решить и другие вопросы, в том числе и стратегические, в том числе и внешнеполитические, потому что от того, как вы выглядите, так с вами разговаривают. Если вы успешны, если люди видят, что вот здесь, в социальной сфере, в экономике, в безопасности, в общественном порядке, в налоговой системе, в IT-секторе вы добились каких-то успехов, если эти успехи превосходят уровень соседних стран, а такое возможно, я вас уверяю, тогда разговаривать с вами по-другому будут. Тогда и те, в ряде случаев, рискованные новшества, которые вы предлагаете, например, эмиссия, да, они не будут восприниматься в штыки, они будут восприниматься как должное. Чтобы это должного достичь, мы должны соответствовать уровню. Вот как-то вот так вот. Спасибо, да.